Уважаемый суд, прежде всего я хочу заявить, что виновным себя не признаю и считаю, что в моих действиях нет ни состава, ни события преступления, предусмотрено статьей 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не совершал преступления. Хотел бы прежде всего, уважаемые участники процесса, сказать несколько слов о самом российском антиэкстремистском законодательстве и о понятии экстремизма. В Российской Федерации с каждым годом увеличивается социальная напряженность. Она уже коснулась любую сферу. Социальные гарантии ликвидируются, растет безработица, имущественное расслоение неимоверное. Было бы удивительно, если бы этой напряженности не было. Однако вместо того, чтобы задуматься о причинах социальных волнений, любую критику, любую борьбу за свои права начинает говорить об экстремизме. Причины экономические. Чем хуже людям жить, тем более вероятно волнение и недовольство существующей властью. А чтобы подавлять недовольство, нужна политическая полиция. И вот под этот репрессинг попал и я. Это я аннексировал Крым. Это я запрещаю украинский и крымский язык. Это я преследую похищенных, незаконно бросавших в тюрьмы наших соотечественников по политическим мотивам. Это я пришел на восток Украины с оружием. И 4-й год уничтожаю украинцев. Это я по российскому телеканалу каждый день разжигаю межнациональную рознь и призываю к войне. Это из-за меня, что ли, лишились многие семьи своих мужей, которые находятся в российских тюрьмах? Где же возмущенное общество, которое я оскорбил, нанес ему ущерб? Где те журналисты, оправдывающие мое уголовное дело в своих статьях? Где массовые иски от оскорбленных граждан? Где, в конце концов, в суде публика, которая осознала общественную опасность моего преступления и следит за тем, чтобы меня наказали по всей строгости закона? Всего этого нет. Обвинение упорно закрывает на это глаза и продолжает защищать несуществующее общество от него самого. Хотя общество об этом его не просило. Совсем наоборот, требует закрыть уголовное дело. Я до этих пор не знал, что такое экстремизм, терроризм. Не было в Украине, не было в Крыму понятия такого слова экстремизм и терроризм. Оно пришло вот 4 года назад. Меня объявили экстремистом. Крымских татар террористами и экстремистами. За инакомыслие. И просто за соблюдение религиозных обычаев. Я хочу закончить свое выступление словами Намана Челебиджихана, которому исполнилось 100 лет. Оно как раз существенно. Государство вместо того, чтобы сделать своих граждан счастливыми, дать им свет, знания, притворять в жизнь их надежды и укреплять веру, обрушивает на них различные веды. Аннет Кенмен, Сосбергенмен, Милет и Чун Ольмеге. Я поклялся, я дал слово за народ свою речь. У меня все.